Пришла советская власть, история была во многом искажена, переписана, и началось внедрение в сознание башкир, ну и вообще всех жителей СССР о том, что те или иные земли добровольно входили в состав Российской империи, сперва Московского государства, потом Российской империи. В том числе это касалось и башкир. В учебнике начали писаться о том, что было добровольное вхождение. Вот башкирские бии, башкирских родов, Юрматы, Мин, Кыпсак, Бурзян и так далее. Вот они пришли к белому Ак-Патша, как его назывались, белый падишах Иван IV Грозный, и попросили его, чтобы он взял башкирские земли в состав Московского государства. На самом деле этого не было. На самом деле все территории были завоеваны. Именно поэтому башкиры долгое время сопротивлялись. Как мы видим, половина башкирских земель была завоевана только в 1580 году, а еще многие земли также были в дальнейшем, даже к 1600 годам еще только были присоединены. Буквально 100 лет потом еще присоединялись башкирские земли силой оружия. Поэтому башкиры постоянно поднимали восстание, постоянно старались обрести свою независимость.